Меня зовут Ирина, и сегодня мы опять поговорим о родителях и детях, о тех детях, которые пошли в так называемую школу перехода и столкнулись с целым рядом сложностей и проблем. Мы всегда говорим рядом с этим вопросом о стрессе, но в чем этот стресс выражается, как родители могут заметить, что у ребенка что-то не в порядке, чем ему помочь. На эти вопросы нам поможет ответить эксперт. Добрый день, меня зовут Дина Смолякова, я танцевально-двигательный терапевт, социальный работник, а также практикую диалектическую поведенческую терапию и в ПИАСе являюсь тренером, который, в принципе, обучает людей вопросам и темам душевного здоровья. Действительно, любые изменения, как положительные, так и негативные, вызывают у человека стресс. Столкнувшись с новой средой, с какими-то новыми людьми, мы все можем среагировать по-разному. У нас у всех разная стрессоустойчивость, и для адаптации тоже кому-то нужно больше времени, кому-то меньше. Поэтому здесь сложно оценить, наверное, всех одинаково. То есть, что для одного легко кажется, для другого может быть достаточно сложно. Плюс еще, на самом деле, эти изменения вызывают переживания не только у ребенка самого, но и родители очень часто чувствуют тоже и тревожность, и замечают повышение собственного уровня стресса. Как вам кажется, Дина, когда в учебном году, есть ли какие-то такие пиковые сезоны, когда наиболее высокий уровень стресса или он может проявляться активнее? Мгм. Но всегда это когда начинаются уже какие-то, может быть, оценочные работы, тесты, контрольные, экзамены в старших классах, естественно. Осенью, наверное, в первый месяц еще сложно понять, что происходит в процессе учебном. Октябрь, ноябрь, наверное, уже такие месяцы, когда становится и на улице темно, и мы замечаем, что это влияет на наше общее самочувствие. И как раз уже в школе тоже, наверное, можно заметить, какова атмосфера общая, насколько ребенок справляется с учебной нагрузкой, что сложно, что хорошо, наоборот, получается. Для многих родителей показателем успешности являются отметки или какая-то обратная связь от учителя, Мгм. которая может в разной форме выражаться. А что родитель сам еще дома может заметить? Есть ли какие-то признаки, по которым может понять, что ребенку надо помогать? Мгм. Действительно, стресс выражается у нас на разных уровнях, на эмоциональном, на поведенческом. Мы можем заметить тоже и на уровне мышления что-то меняется. Если, например, ребенку трудно концентрировать внимание, у него ухудшается память, сложно, да, например, ему как-то в разговоре собраться. На поведенческом уровне мы можем заметить, что ребенок начинает себя вести как-то по-другому, необычно для себя. Может быть, он может изолироваться, не общается с одноклассниками, уходит в себя. Обязательно нужно на это обратить внимание. И физиологические признаки тоже зачастую нам могут говорить о стрессе. Дети маленькие особенно очень часто жалуются, например, на боли в животе или головные боли. Это тоже может быть своего рода такой психосоматикой, связанная с повышением стресса и перегрузкой нервной системы. И на самом деле не всегда этот стресс может быть связан с самой учебой, но сама школьная среда, она достаточно такая стимулирующая для ребенка. Там много шума, много других людей. Тебе постоянно нужно адаптироваться действительно, куда пойти, какой сейчас урок. Если это разные учителя, нужно тоже опять каждый раз настраиваться на работу с другими людьми, с новыми людьми. Поэтому даже если вроде бы все хорошо, все равно ребенок может испытывать Он просто своего рода волнуется, да? истощение, и просто может происходить такая перегрузка нервной системы. А что же тогда делать? Как родитель может повлиять на это? Обязательно, конечно, вот обращать внимание, не игнорировать какие-то моменты, даже если нам кажется, что иногда ребенок, наверное, просто так, может быть, лишний раз просто не хочет в школу пойти или хочет пораньше, или, например, я не знаю, с физкультуры отпроситься. Все равно задуматься, а почему ребенок все-таки жалуется, например, или ищет какие-то причины для того, чтобы пораньше уйти из школы. Что-то, значит, ему там некомфортно, что-то не а, получается, или, может быть, это может быть какие-то связанные с общением факторы.
Возможно, есть буллинг, возможно, есть какие-то проблемы в общении с учителями. То есть надо выслушать, конечно же, ребенка. Здесь, наверное, самое такое ключевое – это учиться слушать, разговаривать, выражать свои эмоции. И самому родителю быть тоже примером, потому что именно так ребенок учится лучше всего регулировать себя, знакомиться со своими эмоциями, понимать, что, в принципе, все чувства имеют место быть. Я могу злиться, могу быть расстроенным, грустить. Но родители очень часто, они сами хотят показать, что все у нас в порядке. Я Держу витрину. держу витрину, правильно вы сказали. На самом деле это абсолютно нормально, если родитель скажет: ты знаешь, я тоже сейчас расстроен, я тоже разозлился, давай вместе подумаем, что мы можем сделать. То есть такое больше, наверное, открытое отношение со стороны родителя, оно скорее пойдет на пользу. И можно тут тоже лишний раз задуматься, а действительно ли я как родитель переживаю, потому что это какая-то серьезная проблема для ребенка, или, может быть, я отталкиваюсь в своих переживаниях от каких-то собственных убеждений, собственных страхов. Может быть, на самом деле ситуация не такая критичная, но это мои какие-то личные волнения, которые я тоже иногда могу переносить на ребенка. Если у родителей есть хороший контакт с классным руководителем и, в принципе, с персоналом школы, очень здорово. Всегда лучше иметь Просто такой чекап положительный, делать, да? Поговорить, а контакт. как у моего ребенка идут дела? Если учитель доступен, почему бы и нет? В школе есть тоже и поддерживающий персонал. Конечно, не во всех школах возможно, но в большинстве школах есть и психолог, или соцпедагог. И очень здорово, если с ним тоже будет налажен контакт в случае каких-то сложностей, которые не удается самому, может быть, решить дома. Можно отправить, и не то чтобы отправить ребенка так вот, сходи к психологу и приди в более хорошем состоянии, но тоже поддерживающе относиться к этому, как-то его мотивировать, подбадривать, что смотри, есть такой действительно специалист, он может тебе помочь, нормализовать вообще обращение за помощью, то есть обращаться за помощью — это нормально. Что еще очень важно, на мой взгляд, как родитель сам отзывается и говорит о школе. Ведь если у родителя формируется какое-то негативное отношение к школе, такое действительно может случиться. Мы никогда не знаем, какие ситуации, они бывают разными. Но если это вербально выражается дома, то как мы можем ожидать, чтобы ребенок испытывал какое-то положительное отношение и с радостью шел в школу, если он слышит постоянно какой-то негатив? То есть лучше эти вопросы обсуждать уже действительно один на один с учителем, с руководством школы, если на это есть причины. Но все-таки Ребенку формировать такую... Ребенку формировать скорее, наверное, отношение такое, что да, бывают сложности, но мы вместе попробуем с ними справиться и вместе будем искать ответы. Спасибо, Дина. Наверное, такой последний у меня вопрос. А как родитель может помочь себе? Потому что все это злит, раздражает, Конечно. Ты чувствуешь беспомощность. Беспомощность очень часто как раз и вызывает у нас такие сильные эмоциональные реакции, когда мы можем и разозлиться, и сорваться, и, может быть, не хватает вот этого ресурса, чтобы действительно сесть спокойно, выслушать. Поэтому здесь очень важно родителям не забывать про собственную регуляцию эмоций. Это не всегда легко. Я сама родитель и сама знаю, что бывает сложно действительно, особенно после рабочего дня долгого. Мы пришли со своим каким-то уже багажом, с множеством, я не знаю, чувств, мыслей. И не всегда получается настроиться и быть в таком прекрасном положительном настроении и состоянии. Но важно замечать, что происходит со мной, отделять себя немножечко, свои чувства от чувства ребенка, от чувств учителя и других людей. И если нужно, обратиться действительно самому, может быть, за помощью, посмотреть какие-то информационные материалы на страничке ПИАСи, всегда можно зайти, узнать, может быть, в вашей школе уже кто-то применяет программу Räikime-Lastest. Это такой подход для специалистов или для учителей, которые работают с детьми. И он основывается на выявлении таких сильных сторон, что получается у ребенка, что в вашей семье уже работает, и выявление уязвимых мест, где как раз ребенку можно поддержать, как-то помочь вместе.
И даже если в вашей школе пока еще никто с этим подходом не знаком, в принципе, можно самому тоже, наверное, опираться на это. Посмотреть, а какие у нас в нашей семье сильные стороны, какие у моего ребенка сильные стороны. Может быть, мы тогда будем больше этого делать. Если, например, я не знаю, у нас очень классно получается вместе раз в неделю ходить в поход или какие-то совместные игры устраивать, и это помогает ребенку и дает положительный эффект, то, может быть, мы можем делать это чуть больше, может быть, не раз в неделю, а два. А уязвимые стороны тоже вместе сесть и подумать, и привлечь ребенка к этому процессу. То есть давай вместе подумаем, что мы можем сделать, чтобы нам было всем легче и спокойнее. То есть не оставлять ребенка куда-то тоже вне решений. Пусть ребенок чувствует себя тоже важной частью, и что процессы важные для семьи, они решаются вместе.